Андрей Витальевич, скажите, пожалуйста, что сегодня происходило в этом зале? Сегодня у нас проходил традиционный новогодний турнир на призы Деда Мороза по кикбоксингу. Дед Мороз тоже на кикбоксера очень похож, такие же красные штаны, такие же большие красные перчатки. Как давно вы занимаетесь сами и с какого возраста к вам приходят дети? Сам я занимаюсь относительно недавно, с 2000 года. Но тем не менее у нас хороший прогресс в занятиях, потому что мы все пришли в кикбоксинг классический, как создавался кикбоксинг классический. То есть это является сплавом, слиянием всех единоборств. И родилось такое универсальное боевое искусство. И мы к этому уже пришли готовые. А вы каким-то видом борьбы занимались до этого? Да, как в свое время, в советские времена, все мы начинали с бокса, пошли в школу карате, советского карате. Были достижения по тайквондо, у меня 2 черных пояса. И логическим путем, методом проб и ошибок попали в кикбоксинг, очень понравилось. Детей вы с какого возраста набираете? Сейчас спорт начал омолаживаться, за счет того, что, наверное, все-таки родители воспринимают тягу к спорту с серьезным таким увлечением, поэтому спорт помолодел. И где-то у нас подходит уже дети с 5 лет, с этого времени уже начинается. Травматизм как у вас? Постучать по дереву сведет к минимуму. Дело в том, что на первоначальных этапах у нас работают в легком ограниченном контакте. Затем ребята растут в спорте, в достижениях, и мы допускаем их к более жесткому. И в жестком контакте, в фулл-контакте, так называемом, принимают спортсмены-разрядники, которые имеют за плечами стаж занятий не менее 3 лет. 2013 год был объявлен годом спорта в Республике Коми. Какие вы видите плюсы, минусы, что было сделано лично вами в этом году? В этом году, если начать с последнего, мы заняли 3-е место по северо-западному региону, город Псков, оставив за собой Москву, оставив за собой Питер. Уступили только фаворитом данного турнира и сборной команды России. А год спорта получается именно, вот мое мнение, что должен быть не год спорта, а каждый день должен быть спортивным, и каждый год должен быть как спортом. мы его должны почувствовать? В общем-то, мы его никак не почувствовали, мы вели себя как привыкли, как работали, как план мероприятий есть выполнен. Специальных таких пиковых изменений никаких нет. Нам приятно, что год спорта, Олимпиада, все-таки есть небольшой резонанс в сторону, не только в сторону олимпийских видов спорта, но и не олимпийских, которые мы все представляем. Хотя по статистике не олимпийских видов спорта в 2 раза больше, чем олимпийских. Что бы вы могли пожелать в канун нового 2014 года? Избежать различных потрясений. Не будет потрясений, не будет. Чем меньше потрясений, тем стабильнее наша жизнь, тем больше наполняемость, тем больше отдачи. Позвольте пожелать вам доброго здоровья, дай Бог здоровья. Спасибо. И дальнейших творческих успехов. Спасибо.